Мы давно думали над проведением этого совещания, чтобы определиться с состоянием нашего здравоохранения и что дальше мы собираемся делать. Я хотел бы просто вас проинформировать по цифрам, если кто не знает. С 2010 года, с началом освоения комплексного плана помощи Российской Федерации для ремонта, закупки оборудования и так далее, на медицину было затрачено 1 200 000 000 рублей. Кроме того, 200 миллионов ежегодно, если не ошибаюсь. Если ошибаюсь, министр поправит, наверное, на приобретение медикаментов. Кроме того, еще 400 миллионов, наверное, на окончание тех работ, которые проводятся в Гудаутской райбольнице. Вот. Но финансирование осуществлялось и другими источниками. Это наш государственный внебюджетный медицинский страховой фонд, общественные организации, международные какие-то организации проводили ремонтные работы. То есть про это практически на медицину государство за эти годы потратило практически 2 миллиарда рублей. Я не говорю уже о бюджетных ассигнованиях в нашу медицину. В 2014 году в бюджете предусмотрено почти 600 миллионов рублей, 556, если быть вернее, да, это 5-я часть наших доходов, 3 миллиарда – это собственные доходы бюджета республики, вот 5-я часть собственных доходов идет на медицину. Ну и хотелось бы видеть отдачу, к сожалению, мы пока не можем говорить о том, что у нас с профилактикой заболеваний лучше стало, мы не можем говорить, что диагностика у нас на высшем уровне, качество лечения улучшилось, не можем говорить о том, что и отношение людей к нашей медицине стало другим. К сожалению, то недоверие, которое наше население испытывает к нашей медицине, оно осталось, хотим мы это признавать или не хотим. Ежегодно мы отправляем за пределы республики огромное количество людей. Мы знаем только тех, которые проходят через республиканский бюджет. Это 100 миллионов в год. В прошлом году было 100 миллионов, я не знаю, в этом году, может, и больше будет, позапрошлом году. То есть это практически ежегодно, это республиканский бюджет. Наверное, бюджеты местных уровней тоже занимаются этими. Многие люди едут за счет своих средств. Есть и организации, которые помогают им. То есть все это говорит о том, что нам давно пора посмотреть, что все-таки у нас. Почему мы не можем лечить людей, почему люди к нам не обращаются, почему в больницах, несмотря на то, что 200 миллионов в год выделяется, в больницах нет лекарств для больных наших. Вот эти все вопросы мы хотели бы рассмотреть сегодня. Если найдем на них ответ, это было бы очень хорошо. Наверное, так сделаем, да, Зураб Георгиевич? Вы только коротко, я вас прошу. Давайте коротко мы будем говорить о тех вопросах, которые поставлены, какие проблемы и почему действительно у нас такое случается, что я понимаю высокотехнологические операции, я понимаю серьезные заболевания, которые мы, может, пока не можем, не имеем оборудования, не можем лечить. Но в то же время мы видим категорию людей, которые как будто можно лечить здесь, но они все скопом выезжают за пределы республики. Это мы специально делаем, или по недоверию к нам делается, или что вообще происходит у нас в медицине? Уважаемый Валерий Амшугович, уважаемые коллеги, я бы хотел для начала остановиться на нескольких цифрах. Я не буду утруждать ваше внимание большим количеством, но для того, чтобы было понятно, что во всяком случае, а что вообще делает система здравоохранения в нашей стране, да? Некоторые цифры позиционные за полгода 2014 года. Например, общее количество поступивших больных в лечебные учреждения стационарного типа составляет 8345 пациентов. Из них, конечно, впереди всех республиканская больница 3597, на втором месте Гагравская ЦРБ 1897, на третьем городская больница 1674, остальные, естественно, меньше. То, что касается количества оперативных вмешательств. Я специально даю цифры, коллеги прекрасно понимают, есть базовые цифры, которые говорят о работе в целом системы. Да? Общее количество оперативных хирургических вмешательств за 6 месяцев этого года составило 1582.
Из них республиканская больница 1257, 223 Гагарская ЦРБ, ну остальные госпиталь, значит, Министерства обороны 220, остальные значительно меньше, меньше 100. Значит, количество умерших пациентов составило 172 человека. Количество умерших пациентов, значит, с основными нозологиями, это травмы, сочетанные чаще всего несовместимые с жизнью, это инсульты и инфаркты, это основная масса, значит, пациентов, которые скончались в наших лечебных учреждениях. Наибольшее количество городская больница 68, но из городской больницы основная масса практически 99. Я вообще не хотел бы обращать внимание вот на эту цифру, и я объясню почему. По нашему менталитету ни один не оставляет, зная, что человек умирает, он там его не оставляет. И когда мы говорим о проценте смертности в наших больницах, я просил бы вообще не принимать во внимание это. Я понимаю, при хирургическом вмешательстве или... А так любой человек забирает своего уже, так сказать, неизлечимого больного к себе домой, поэтому эта цифра для Абхазии, по-моему, ничего не означает. И ваши показатели она никак не улучшит. Нет, есть показатели определенные, они в принципе стандартные, да, и, конечно, здесь вопрос по летальности немножко, я согласен, он имеет этическую форму, да, но есть такой показатель. Пойдем дальше. Деятельность поликлиник. Это амбулаторное звено в нашей республике во всех районах. Значит, звено это мы собирали информацию за полгода, поэтому первичных звеньев здесь нет. Худо-бедно они существуют, какой-то объем на себя тоже, значит, на себе несут, но в основном амбулаторную часть выполняют поликлиники. Здесь, значит, еще раз хочу повторить, в этой цифре нет ФАПов и СФА. И в этой цифре нет амбулаторных приемов, которые не занесены. То есть часть лечебных учреждений стационарного типа ведет амбулаторный прием, это не учтено. Так вот, из того, что учтено, 201 748 амбулаторных посещений за полгода. По вопросу рождаемости за полгода родился 901 ребенок на территории нашей республики. То, что касается поднятого вами вопроса оказания помощи за пределами нашей республики, в том числе из бюджета. Почему у нас в больницах нет медикаментов? Почему каждый больной должен бежать в ближайшую аптеку покупать лекарства? Куда делись эти 200 миллионов, которые отпускаются государством? Это входит в государственный бюджет. Куда деваются эти деньги, куда деваются эти медикаменты, куда делись 27 миллионов рублей с фонда инвалидов, которые также ушли на медикаменты. Это, по-моему, немножко фантастическая цифра. Вот давайте вот с этого начнем. Я понимаю, отчеты, посещения нашей больницы работают, я все это понимаю. То, что касается обеспечения лекарственными препаратами. Значит, вследствие переговоров между нашими ведомствами, нашим Минздравом и Минздравом Российской Федерации, в конце прошлого года, а если быть точным, то буквально в последних числах декабря, нам была перечислена сумма в количестве 145,4 миллионов рублей. Эта сумма была перечислена впервые за все время существования комплексного плана. Рассчитана она была на 2013 год, но поскольку она была получена слишком поздно, естественно, что все эти препараты стали получаться либо в конце первого квартала, либо во втором квартале, значит, текущего года. Что из себя представляют лекарственные препараты? Это лекарственные препараты и некоторые изделия медицинского значения, которыми мы обеспечиваем население. Основная масса из этих лекарственных препаратов является препаратами амбулаторного приема. Значит, то, что касается указанных лекарственных препаратов и изделий медицинского значения, в том числе и лабораторные реактивы, для некоторых лечебных учреждений, современное оборудование для которых уже куплено. К сожалению, лабораторные реактивы мы пока не получили. Остальное, в основном, из лекарственных препаратов мы получили и распределяем по мере их поступления. Еще раз повторюсь, в основном это амбулаторного типа препараты, это различные виды инсулинов, шприц-ручки и так далее. Значит, стоял вопрос у нас приобретения противотуберкулезных препаратов, он, к счастью, на этот год отпал. Есть препараты, которые заказывал Центр профилактики ВИЧ и многое-многое другое. Список есть, он собирался в течение нескольких месяцев 2013 года. По нашим докторам собирали специалистов, советовались, вследствие чего появился список. В соответствии с этим эти препараты приобретаются.
Препаратами обеспечивается ряд лечебных учреждений, не все, а ведущие определенные виды работ. Если есть необходимость, есть соответствующие документы, которые в суммовом выражении показывают о том, кому сколько было отдано лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Перечень также существует. То, что касается обеспеченности лекарственными препаратами стационарных лечебных учреждений, потому что наибольшая проблема, как всегда, заключается в этом. Да? Мы этим рассчитывали заниматься в 2014 году. Мои коллеги знают, был определенный опрос. Каждый из стационарных учреждений районов и республиканских дал свои данные. И мы рассчитывали это обеспечение провести в текущем году. Но дело в том, что у нас идет опоздание по финансированию с российской стороны. Мы получили чуть ли не 29 или 30 декабря денежки. Прошлого года, да. Соответственно, в соответствии с этим деньги, предусмотренные на 2013 год, мы израсходовали в 2014, а деньги, которые предусмотрены на 2014 год, кстати, сумма там в 2 раза меньше, составляет 73 миллиона рублей, в отличие от 2013 года. Мы их заказываем по сегодняшний день, исходя из расчета потребностей этого года. Опять я еще раз вернусь к своему вопросу, если вы не поняли, Изураб Георгиевич. Вы получили деньги в декабре и лекарства закупали для 2014 года. А где эти лекарства? Где эти лекарства? Эти препараты, часть из них роздана населению, часть находится в лечебных учреждениях. Основная масса этих препаратов является препаратами амбулаторной выдачи. Она выдается пациенту, который не находится в стационаре. Для примера, чтобы было проще понятно, например, производные инсулина. Гуманитарно мы много лет получали 2 наименования – Актропид и Протофан. Но это не на 145 миллионов, надеюсь? Нет, не на 145, на нашу потребность. И сколько это составляет? Мне сейчас трудно сказать по инсулину конкретно, но мы можем предоставить все цифры, у нас все есть. Роберт Иванович, это бюджетные деньги, они прошли через закон о бюджете республики. Я вас очень прошу, давайте посмотрим, куда эти деньги делись и куда эти препараты делись. По программе финансовой помощи получено и выдано за первое полугодие 80 лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения на сумму 82 миллиона 869 тысяч 574 рубля с копейками. Это было получено. Выдано несколько больше, исходя из расчета тех остатков, которые находились у нас на складе в Министерстве здравоохранения. И все это на амбулаторное? В основном, да. Какие-то определенные остатки, немалые, естественно, находятся в аптечных отделениях стационарных учреждений, но в основном это было амбулаторное. Мне эта политика не совсем понятна. Если речь идет, допустим, об инсулине, хорошо, да, я знаю, что эта программа есть. А что еще в амбулаторном мы выдаем? Есть закупленный, роздан ряд препаратов для ВИЧ-инфицированных пациентов, которые мы не получаем по программе и которые бюджет не в состоянии купить. Есть ряд препаратов для туберкулезных... Сколько у нас зафиксированных ВИЧ-больных? Порядка 800 человек официально зарегистрированных. Из них находится на противоретровирусной терапии порядка 200 человек, плюс около 100 каждый год добавляется, включение в программу. То есть мы, получается, по стационарам, где лежат наши больные, мы ничего не даем? Но из этого объема почти ничего, за исключением изделий медицинского назначения. А с того, что выделяется бюджетом республики, там, насколько я помню, цифра стоит 185 миллионов, да, Владимир Валерьевич? В числе 145. А это в том числе 145? Сколько на одного больного у нас приходится, допустим, в стационарной больнице на обслуживание одного больного? Я затрудняюсь эту цифру назвать точно, но я предполагаю, что с учетом заработной платы и имеющихся статей, это вряд ли превышает 200-300 рублей. Что у нас происходит с фондом инвалидов? 27 миллионов рублей при обслуживании 1900 инвалидов, причем, что это не все инвалиды, а меньше половины обращаются за такой помощью. В нашей аптеке находятся у нас, насколько я знаю, в 3 районах, 27 миллионов рублей на медикаменты. Это очень серьезная цифра. Недавно у меня были представители этой организации, я просто их сегодня не пригласил. Я думаю, этим прокуратура у нас займется.
Вот. И они прямо говорят о том, что выписываются лекарства, которые этому инвалиду не нужны, выписываются дорогостоящие лекарства, фонд инвалидов платит безропотно. Деньги, когда как бы всем миром собирают, они получаются как будто ничейные. Но 27 миллионов – это действительно огромная цифра. Начиналось все при таком же количестве обслуживания инвалидов с 3 миллионов, с 2 миллионов. Ну и рост такой до 27 миллионов вызывает немножко другие мысли. Совершенно другие мысли. Не немножко, а совершенно другие мысли вызывает. Что там у нас происходит? 3 года назад было постановление Кабинета министров, по которому Министерству здравоохранения и Абхазформации была получена эта работа. Сумма, которую выделили, составляла 2 миллиона рублей. Для того, чтобы начать работу, мы не стали изобретать колесо, мы сделали тот аналог, который существовал и существует сегодня в мире в основном количестве стран. Это рецептурный отпуск, льготных рецептов. Значит, льготные рецепты мы, как Министерство здравоохранения, заказываем самостоятельно в типографии, ставится на них номер и серия, и мы их по заявке наших лечебных учреждений раздаем. Поскольку инвалиды нашей войны нуждаются в лекарственных препаратах как амбулаторных, так и стационарных, то есть выписывать препараты не обязательно, чтобы он лежал, то рецепты практически существуют сегодня во всех учреждениях, которые занимаются, оказанием помощи. И в поликлиниках, и в стационарах. Исходя из того расчета, что есть ряд специалистов, достаточно редких, и люди из разных районов приезжают в одно отделение или к одному специалисту. В течение последних 3 лет количество инвалидов нашей войны официально зарегистрированное увеличилось на 800 человек. Официально у нас министерство не может дать, сколько у нас инвалидов. Калтуков официально не может дать фонду, сколько у нас инвалидов. Я это вообще не понимаю. Что значит до сих пор целое министерство не знает, сколько у нас инвалидов Отечественной войны? А добавляются в основном, к сожалению, уважаемые медики, те, возле которого метров за 100 взорвался снаряд, и он контужен. В ТЭКе работают хорошо. Там есть, конечно, проблема свидетельских показаний и прочего, которая, в принципе, к медицине не имеет прямого отношения. Но, насколько я могу судить, по аналогии с Советским Союзом, если это касается контузии, то свидетельские показания в советское время не принимались. Сегодня они принимаются. Может быть, определенная часть связана с этим, но мне трудно судить, это мое предположение. То, что касается программы по обеспечению, тогда, когда это все начиналось, как таковой фонд только начинал работу. В соответствии с тем, что шло увеличение потребностей, это естественный вопрос, что 2 миллиона в год, конечно, бы не хватило. В соответствии с этим люди стали узнавать, и потом точка выдачи была одна в городе Сухум, потом их стало 3. Это Сухум, Гудаута и Ачамчира. Потребность увеличилась. Ежегодно бюджет республики пополнял бюджет фонда, и эта сумма на 2014 год выросла порядка 20 миллионов рублей. А деньги перечисляются через Министерство здравоохранения. Мы получаем заявку от фонда, отправляем ее в Министерство финансов выделяет деньги поквартально, и мы проплачиваем фонду. В бюджете подкрепление фонда 20 миллионов через Министерство здравоохранения отправляем. Потому что взаимоотношения с государственным бюджетом напрямую с бюджетным фондом они невозможны через систему здравоохранения. Если есть закон, принятый парламентом, в котором определено, что государство должно фонду инвалидов выделить 20 миллионов, почему мы не можем напрямую туда выделить? Можно и так сделать, но такая процедура наиболее эффективная, потому что здесь есть и мера ответственности через орган власти. Меру ответственности мы выйдем с 2 миллионов до 27 миллионов. Вот это мера ответственности. Порядка 20 миллионов на 2014 год. В соответствии с тем, что необходимо было определить, какие лекарственные препараты входят в льготный перечень, первоначально, был согласован между Министерством здравоохранения и Абхазформацией документ, то есть утверждался Министерством здравоохранения, согласовывался с Абхазформацией перечень лекарственных препаратов. Естественно, что он тоже растет. Есть потребности, были жалобы, нарекания со стороны наших ребят, конкретной социальной категории. Он в течение 3 лет вырос несколько раз, то есть мы пересматривали несколько раз.
А потом, впоследствии, было принято решение мной, и я предложил это нашему кабинету министров. Последний перечень утвержден постановлением Кабинета министров. В соответствии с этим перечнем, естественно, что когда перечень менялся, приказы Минздрава менялись, и рассылка была на все лечебные учреждения, как обеспечивать, то есть что выписывать именно имеет право доктор по льготному отпуску. Но такое, к сожалению, происходит не всегда. Есть часть медикаментов, которые в список не входят. Это естественно. Ни один льготный список не может содержать полный перечень лекарственных препаратов. Приведу такой пример. У нас сегодня лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в списке порядка 500. Это, грубо скажем, около 25% от имеющих оборот нашей республики. Если мы сравниваем себя с крупными городами России, например, с Москвой, где 15-18 тысяч лекарственных препаратов в обороте внутри города, то, конечно, у нас значительно меньше. Естественно, что мы исходили из этих расчетов. В этом есть определенная доля, негативного отношения к Министерству здравоохранения со стороны, инвалидов, что там есть не все препараты. Но мы пытаемся объяснить, что так не бывает. Это сегодня государственная гарантия. Государство обеспечивает. То есть фонд инвалидов на свои средства, наверное, может закупать любые лекарства, если это необходимо инвалиду. Какой-то ему устанавливать там перечень, вот это ты можешь приобрести для инвалида, это не можешь, наверное, это мы не должны делать. Все зависит от того, сколько у них будет средств и сколько возможностей, это я понимаю. Но в то же время, я еще раз повторяю, рост такой огромный, в 27 миллионов, и когда мне говорят, что некоторым инвалидам выписывают лекарства, которые им абсолютно не нужны, давайте, я думаю, на этом мы закончим. Вместе с Зураб Михайловичем вы уже определитесь, куда эти деньги идут фонда. Пожалуйста, проверьте, пожалуйста, потому что действительно вызывает очень серьезные сомнения в достоверности всех этих цифр, в правильном применении этих средств, и что эти средства доходят именно до тех людей, которым они предназначены. К сожалению, есть такое. А работу фонда, это мы уже имеем свои возможности, мы проверим работу фонда, там тоже есть много вопросов. Но давайте мы все-таки ближе к нам вернемся. Вот онкология, мне это интересно. Практически все у нас выезжают за пределы страны. Мы можем что-нибудь здесь делать вообще? Здесь присутствует главный врач онкодиспансера, я думаю, что он детали определенные расскажет, но в общем могу сказать картину следующую. Мы почти 2 года находимся в ремонте. Диспансер онкологический разделен на 2 части. Хирургическую часть обеспечивает на базе госпиталя Министерства обороны. Спасибо за то, что дали нам такую возможность, разместили. И амбулаторную часть мы нигде не поместились в существующих учреждениях, вынуждены арендовать частное здание. Это продолжается почти 2 года. Естественно, что положительно повлиять на отношение к нашей работе со стороны пациентов не может. Это раз. Второе. То, что касается химиотерапии. Первые 2 линии практически постановлением Кабмина утвержденные мы перекрыли, перекрываем. Да, бывают какие-то моменты поздних поставок, длительность и так далее, но тем не менее эта работа идет. То, что касается последних событий, порядка 8 месяцев мы не можем приобрести микротом. У нас встала практически полностью вся работа, связанная с дифференциальной диагностикой онкологического заболевания. Мы гистологию не можем сделать, имея бесподобного. Цена вопроса порядка 700 тысяч рублей. Но вы же 145 миллионов получаете? 145 миллионов мы получаем, все препараты и изделия медицинского назначения согласованы предварительно с существующей комиссией Министерства здравоохранения Российской Федерации. Оборудование, инвентарь туда не входят. Мы не можем эти деньги потратить на микротом, например. Я в корне не согласен с высказываниями, и могу это подтвердить, хотя я о совещании сегодняшнем узнал вчера после обеда, и, естественно, за полугодие нормальный отчет, какой положено, я подготовить не смог. Но я так, для образца, для примера, за последние 3 года эти данные у меня были с момента, когда в онкодиспансере начался ремонт. Это с 2011 года и по сегодняшнее время. Проведение ремонта продолжается на протяжении 3 лет за счет комплексной программы. У меня данные, за 2010 год
Значит, количество взятых на учет 671 человек. Значит, и буду касаться параллельно. 2010 год, это когда до ремонта, то есть находились, не будем так говорить, в относительно удовлетворительных условиях и в перемещенных условиях. Здесь просто прозвучало, что мы не выполняем объем своей работы. Я постараюсь сказать то, что мы делаем. А оценивать вы будете сами. За 2013 год на учет взято 698 человек. То есть больше в перемещенных условиях, нежели эта цифра была, то есть вот в рабочем режиме, в котором мы работали. Я в двух словах коснусь ситуации, в которой мы оказались, когда нас переводили. Значит, действительно, сложные условия мы попали, значит, перевели, значит, в Гулибскую районную больницу. Ну, благо наши коллеги там максимально возможные условия предоставили, но онкология предполагает свои особенности, когда, значит, врач должен общаться наедине с пациентом сам. То есть и санитарные требования хирургии тоже имеют определенное значение. Значит, и Гулибская районная больница выполняла экстренную хирургическую помощь, и наше присутствие там не позволяло, то есть мы не могли вклиниться, и пришлось на базе там вот Гулибской больницы, значит, согласование с главным врачом, значит, отремонтировать на 15 коек отделение, малое хирургическое отделение. Хотя бы, чтобы на период проводимого ремонта нас просто не забыли. Хотя скажу, что в этом вопросе у нас тоже не все благополучно. Значит, когда сами же наши коллеги говорят, онкология находится в ремонте. Я просто озвучиваю цифры. Значит, 698 человек. Выявлено рака легких. Я буду говорить в абсолютных числах, чтобы это было понятный процент. Значит, рак легких в 2010 году 99 число случаев, в 2013 году 115, рак молочной железы, значит, в 2010 году 79, по итогам 2013 года 84, то есть рак кожи и меланома кожи, то есть вот эти все, я дальше буду говорить, не буду полностью всего это перечислять, на основных нозологиях, значит, цифры, значит, сами говорят о том объеме работы, который, несмотря на перемещенные условия, онкодиспансер выполнял. Значит, основное внимание еще, значит, особое внимание занимает химиотерапевтическое лечение наших больных. Этот метод лечения на сегодня является одним из основных методов, а я думаю, в ближайшем будущем он будет и основным, потому что 70% подлежат химиотерапевтическому лечению. Значит, программа была создана в 2004 году. Начинали мы с 20 человек. По итогам прошлого года у нас прошло лечение в прошлом году 312 человек. Значит, вот данные в 2010 году 216, в 2011 году 236, в 2012 году 342 и в 2013, как я сказал, 312 человек. То есть за последний год по сравнению с предыдущим, то есть на 96 человек количество больных увеличилось. По итогам вот сейчас этого первого полугодия, подсчитали, уже составляет цифра 236 человек. Значит, да, я коснусь до оперативного лечения, тогда можно будет, я доскажу о химиотерапии. За последние 3 месяца, значит, с перебоями работает программа, то есть не в полном объеме выделяются средства на проведение химиотерапевтического лечения. Значит, я думаю, это напрямую связано с количеством больных, которые увеличиваются из года в год. Если было 20, сегодня уже в этом году, я думаю, эта цифра превысит и 400. Значит, об этом, наверное, лучше меня скажет председатель фонда, но я бы сказал о том, что
финансирование, то есть обеспечение лекарств за счет фонда происходит. Значит, это 1% от отчисления там заработной платы. Фонда это счет только на химиотерапевтических больных. Значит, но вместе с проведением химиотерапии, для того, чтобы провести, там общие препараты нужны, я так образно скажу. Значит, для одного человека со средней схемой, значит, несколько литров жидкости надо применять и многие другие препараты, которые программно не обеспечиваются. Пожалуйста, и любой пациент, то есть у меня вывеска висит, значит, химиопрепараты бесплатно, общие препараты программно не обеспечиваются, и приходится мне лавировать. Значит, и от этого, естественно, возникает там возмущение. Ну, Владимир Валерьевич, наверное, вы лучше меня даже знаете, какие цифры у нас и люди, и какие мы деньги платим. Вот за те работы, которые вы проводите, я не знаю, сколько, допустим, вот этой жидкости вам обходится, но мы платим огромные средства за пределами нашей страны. 259 человек выехало за все 3 года на иногороднее лечение. Из них в Грузию выехало 235 человек, 235 человек в Россию, в Грузию 24 человека. Это только по онкологии выехало. Но на сегодня, я вам скажу, то есть тот потенциал состава хирургического позволяет в области, значит, маммологии, то есть проводить все на месте, гинекологии на месте, значит, общехирургические тоже заболевания. Сегодня нормальное там отделение, значит, и заведующий Гамгия, значит, Нарт Валерьевич, молодой, очень такой амбициозный парень, который практически все может сегодня осуществлять, значит, и просто они выпадают из нашего зрения. 8 месяцев верифицировать диагноз не может. Пациент уезжает на гинекологию и просто не возвращается. Это раз. Это надо говорить правду, господа. Второй вопрос. У нас вообще нет глубокофокусного лечения. Не было никогда. Все пациенты, которые нуждаются в этом лечении, 100% выезжают. Как два. У нас прошло 17 человек по коду Минздрава России, а за деньги прошло 639. 96 миллионов в прошлом году наших денег утекло за границу на лечение. Я не говорю, что это все онкобольные, есть и другие заболевания, понятно. 96 миллионов. Вы вдумайтесь в эту цифру. Наверное, в Гагрской больнице нету такого бюджета, да? Ему надо скорую предоставить, поэтому люди уезжают. Теперь, что касается, значит, онкологических больных, вот экстренных больных, там рак толстой кишки, мы оперируем. Но так как она не работает, мы направляем в Сочи, чтобы сделали гистологию. Больного не заставишь. Вот он, если не хочет оперироваться, он не будет здесь оперироваться, он уедет. Поэтому надо какую программу? Вот людям дают. Вот там деньги дают, чтобы он выехал, лечился. Надо взять, при республиканской больнице есть, слава богу, аппаратуры хватает, специалистов хватает. Должно комиссионно, они должны обратиться туда, обследоваться, им должны предложить операцию. И если эта операция невозможна в пределах республики, они должны тогда пойти, значит, за эти услуги должны оплатить. Вы знаете, мы сейчас говорим о здравоохранении. Да, кто виноват? Глава администрации, министр, меня не волнует. Меня волнует здоровье нашего народа, наших людей. Меня волнует то, что наши бюджетные деньги с трудом заработаны. Как они зарабатываются, ну, наверное, может, не все сидящие здесь знают, но тот, кто имеет дело с налогами, вот Роберт здесь сидит и многие другие прекрасно знают, с каким трудом зарабатываются эти 3 миллиарда собственных доходов. И что вот эти собственные доходы, они опять же уходят за пределы нашей республики. Из-за таких мелочей, когда нет какой-то взаимосвязи между, не знаю, главой администрации, министром, главврачом больницы, министром или главой администрации. Я думаю, что это как раз не здесь надо обсуждать. Это вы должны были в рабочем порядке обсудить, и аппарат стоимостью 4 миллиона не должен простаивать. Он так как раз и придет к тому, что его и не надо будет ставить. Медицинское оборудование очень быстро стареет, новые технологии очень много,
И так получится, что через год он и не нужен будет. Будет новая аппаратура, которую надо будет опять покупать за большие деньги. Это вы должны, наверное, решать в оперативном порядке и быстро решать такие вопросы. Вопросы гистологии, вы прекрасно знаете, что во все времена любая операция, это потом надо анализ проводить. Мы ничего сегодня не делаем. Мы не знаем потом дальше, что с этим больным у нас будет. 600-700 тысяч. Я еще раз повторяю цифру, которая только с фонда президента и с фонда премьер-министра уходит за границу. 96 миллионов в прошлом году. И так каждый год. Год меньше, год больше, но в пределах вот этой суммы. А мы не можем на 600 тысяч купить что-то, чтобы оно у нас работало, чтобы человек не ездил, не тратил свои деньги на поездку. Сегодня сколько мы должны клиникам Российской Федерации? Мы ни одного человека не можем посылать. Мы вынуждены наличные деньги людям давать, чтобы они поехали лечиться, при этом не будучи уверенным, что у нас мы его не можем вылечить. Нам никто не дает документа, что этот человек в условиях Абхазии не может быть излечен. И представьте положение 2 человек, которые должны этот вопрос решать. Вот если вы меня не направите, я умру, или моя родная умрет, и что мы должны с Владимиром Валерьевичем делать? Консилиум собирать и говорить, что вы здесь можете вылечиться. Эту систему надо как-то менять. Если посылать человека, так посылать, которого мы здесь не можем лечить. Это я понимаю. Но мы посылаем всех. Мы посылаем всех. И огромные долги. Мы сегодня кого-нибудь вы можете послать? Практически все, кого послали на оказание помощи, в той или иной степени не могли получить эту помощь на территории нашей страны. Я отвечаю за те слова, которые я говорю. За период с января 2014 года было отправлено на лечение в Российскую Федерацию 639 человек. Да может мы прикроем тогда здравоохранение, я извиняюсь, и будем всех туда посылать, а нам дешевле обойдется. Нам дешевле обойдется, нам не надо будет строить больницы, нам не надо будет покупать оборудование, тратить на медикаменты огромные деньги. Давайте всех посылать туда. Владимир Шурович, не доедут многие, к сожалению, потому что, да, все-таки 200 тысяч амбулаторных посещений за полгода на нашу страну и 1500 оперативных вмешательств о чем-то говорит. Для сравнения могу вам сказать, что, например, в Северной Осетии около 800 тысяч населения. По квотам Минздрава Российской Федерации, то есть за пределы республики, в год выезжает порядка 20 тысяч человек. Это там, где находится медицинский вуз. У нас всегда будут люди, которым мы не сможем оказывать помощь, на территории нашей республики. Задача, естественно, максимально, чтобы их было меньше, но они будут всегда. Те деньги, которые вложены за счет средств комплексного плана и иных средств бюджетных и небюджетных источников, за последние 3-4 года достаточно высоко подняли наш уровень. Это реальный факт. Здесь сидят мои коллеги, которые каждый по своему лечебному учреждению в большей или меньшей степени, особенно, конечно, республиканские, могут это подтвердить. Но то, что нам далеко, извините, до Бакулевского центра, это понятно. И основная масса тех, которые уезжают, это совсем не онкологические пациенты. Это пациенты с сосудистыми заболеваниями, коронарными заболеваниями, заболеваниями мозга, онкология растет. У нас есть только 2 молодых доктора, у которых неизлечимое онкологическое заболевание мозга. Вот представьте себе, у нас меньше 600 врачей, из них 2 болеют онкологией мозга, которую нельзя вылечить. Вот такие проценты заболеваемости у нас есть. То, что касается долгов. 33 миллиона 826 тысяч 494 рубля мы заплатили за 6 месяцев. Долг составляет 20 миллионов 473 тысячи 28 рублей. Долг составляет за 226%. Этот долг образовался не сразу. Дело в том, что у нас были несколько меньшие цифры, но в процессе квартальных сверок появляются некоторые задолженности, которые нам наши коллеги из российских лечебных учреждений подают информацию. Значительное количество из этих учреждений прислало соответствующие письма о том, что они с нами работать не будут, пока мы не заплатим, и несколько из них известило нас о том, что они подают в суд. Вы знаете, немножко сложно говорить. Я понимаю, вы специалисты, можете мне все рассказать, но я все-таки не убежден в том, что все, кого мы туда посылаем,
нуждается именно в том, чтобы они выехали за пределы республики. И никто в этом меня не сможет убедить, потому что я видел тех людей, которые ко мне приходили. Насколько я знаю, протезы у нас делает, это немецкая фирма, да, у нас. И как будто никто из наших ребят не жалуется, а вдруг оказалось, что в Мытищах эти протезы делают лучше. Может быть такое? Ну, поэтому не говорите, что вы за всех отвечаете, кто выехал за пределы страны. Я имею в виду, которые прошли через Министерство здравоохранения, конечно же. Я понимаю, что большинство, да, я когда начинал и говорил о том, что мы действительно всех не можем, и хорошо были бы на таком уровне, как в Акулевской, никто не против был бы. Мы понимаем и наш уровень тоже. Но в то же время мы понимаем, что доверие народа мы потеряли, что к нам особо охотно не идут, что у нас есть другие рецидивы наших болезней. Называйте эти все рецидивы вашей болезни. Что вам не звонили несколько раз, что вот там, оказывается, операцию у нас делают и требуют за операцию столько-то. Каждый больной бегает в аптеку, покупает лекарства. Есть это? Это же факт. От этого же факта никто не может уйти, наверное. Или приходим мы в Сухумскую городскую, оказывается, хирурги сегодня дежурят в республиканской. А тут нужно срочное вмешательство. Я не пойму, что у нас нет бригады на 2 больницы в Сухуми. Почему должны дежурить врачи там или там? Больше года экстренную помощь по городу Сухум оказывает только республиканская больница. Не хватает рук у республиканцев, поддежуривают гудауцы, поддежуривают сотрудники городской больницы и сотрудники Гулерипского госпиталя. Но больше года у нас за последний период никуда пациентов хирургического профиля, кроме как в республиканку, по городу Сухум не везут. Соответственно, и если приезжает из районов, машина везет, допустим, скорая, только в республиканскую больницу. Но если в конце концов решили этот вопрос, слава Богу. А то в беготне проходило все время. Республиканская больница, как у нас там ситуация? Вопросы такие, что нам мешает, почему народ немножко нам не верит, почему у нас нет медикаментов, почему нет другого оборудования, почему вновь построенное здание люди как-то, поймите, мы должны поднять в первую очередь авторитет свой, чтобы люди к нам шли. Ведь уходят не из-за того, что здесь как бы нет специалистов, нет оборудования. Уезжают потому, что не совсем верят нам. Давайте мы больше скажем, за все эти годы у нас ни один врач не был наказан. Хотите сказать, что у нас вообще врачебных ошибок нет? Несколько было дел, дошло до суда, ушло спокойным образом. Вот это все видит народ, что случаются какие-то действительно экстраординарные случаи, никто не наказан. Я не за то, чтобы, ради Бога, головы рубить. Но человек, когда виновен, он должен быть наказан. А это все влечет недоверие к вам, к нам, естественно. Когда к вам недоверие, так государству недоверие. Вот можете, Зураб Михайлович, посмотреть, несколько дел было, оно или не доходит до суда, бесследно исчезает, или в суде оно расходится так, знаете, мелкими волнами и ушло. А это тоже приводит, человек, когда говорит, что по вине врача погиб, и дальше расследование не идет, вот вам и доверие народа. Может быть, там вины врача нет, но это может определить только суд. Со всеми экспертными заключениями и так далее. Мы должны немножко над собой тоже поработать. Я когда говорю мы, я и нас имею в виду. Ваш авторитет – это и авторитет государства в первую очередь. Особенно, когда речь идет о здоровье нации. Мы говорим о всеобщей диспансеризации, а у нас, извините, там ничего не работает. Мы не имеем данных о наших людях, чем они болеют, когда болели, как их лечили. Мы же этого ничего не имеем. В век компьютеризации мы не имеем ничего. Мы же говорим о системе здравоохранения, мы не говорим о конкретном человеке, что с ним случилось, почему его не вылечили. Мы говорим о всеобщей системе здравоохранения. Если мы хотим иметь здоровую нацию, мы должны начать с самого малого, там, на месте, и уже оттуда и вести его, дай Бог, до 100 лет. А мы начинаем его лечить, когда он к нам попал уже, все, в больницу, и больше ему некуда деться. Что наши фельдшерско-акушерские пункты работают? Да если давление смогут измерить, то хорошо. Ни одного шприца не имеют, ни одного медикамента не имеют, ничего не имеют.
И это мы лечим нацию. Данных, я уверен, что с фельдшерско-акушерского пункта, кто болеет, кто чем болеет, ни у кого нет, наверняка. Пожалуйста, республиканская, что нам скажете? Право выбора у пациента или у родственников, кому идти лечиться и в какой стационар идти или в лечебное учреждение, всегда было и остается. Раньше как-то было, что вот есть определенная больница, и он привязан к этой больнице, там участковая больница или по участку, или республиканская больница только с районов отправляли, городская только, значит, лечили жителей города. Сейчас немножечко ситуация изменилась. И поэтому, когда родственник или пациент родственника, чаще всего так бывает, будет категорически настаивать на том, что он хочет именно лечиться у этого доктора или же в той клинике, этот вопрос присутствует, с этим мы периодически сталкиваемся. Но хочется отметить также, что не все пациенты стремятся ехать или в Россию, то есть на Запад, или на Восток. Когда мы говорим о праве выбора, то мы не должны забывать, что мы страна, и право выбора внутри страны. Пожалуйста, Гагра, Сухум, не знаю, Гудаута, Ачамчира. Вот это право выбора пациента. А дальше, к сожалению, право выбора государства, потому что мы за него платим хорошие деньги. Если право выбора внутри страны отвечает его интересам, его можно излечить, зачем он должен выбирать не Москву или Ереван или Тель-Авив? Так иногда пациенты, наши родственники, не слушают наших коллег. К примеру, Гагринская больница. Очень часто у нас связь с главным врачом и со всеми докторами налажена. То есть в любое время дня и ночи по телефону, по звонку, говорят, родственники настаивают на том, что будут вести пациента. Хотя, может быть, в данный момент транспортировка этого больного усугубит его состояние. По тяжести состояния он не транспортабельный. И в такой ситуации, если доктор, коллега, будет настаивать на том, чтобы его оставить в Гагринской больнице, а не везти в республиканскую больницу, если какие-то осложнения будут, то в первую очередь будут виноваты те коллеги, которые, значит, работают в Гагринской больнице. Привозя таких больных, они бывают иногда, вот уже когда, если довезли их до нас, то они бывают в крайне тяжелом состоянии, в шоковом состоянии, что в свою очередь потом отражается на том, что вполне возможно те осложнения, которые повлекли за собой вот в эти первые часы, могут привести к летальному исходу или же к таким осложнениям, когда в последующем родственник требует уже, чтобы мы его куда-то дальше отправляли, а дальше отправлять просто некуда. Дальше они начинают оббивать пороги в Минздрав, идут в аппарат президента, всех родных, близких, всех подключают за то, чтобы там куда-то их вывозить. Но опять-таки скажу вам, что не так много больных мы отправляем. Может быть, они иногда нам говорят, что они едут куда-то, еще за пределы куда-то выезжают. Если официально отправляем, вот как Забетович говорил, мы уже за практику взяли за последние несколько лет, если больной категорически отказывается от лечения в наших условиях, мы в выписке в конце пишем, что от оперативного вмешательства на базе республиканской больницы больной отказался. И когда они это читают или видят, то они уже начинают иногда думать о том, раз мы это написали, то они, вышестоящие органы, не пойдут оббивать пороги, и чтобы им выделяли деньги на то, чтобы они выезжали за пределы республики. Отправляем, да, иногда в Краснодар отправляем, чаще всего бывает, потому что есть некоторые моменты, которые мы пока не в состоянии оперировать, это эндоскопические операции, она вроде бы самая элементарная, но пока аппаратуры у нас нет, ее должны привести, есть специалисты, которые умеют и владеют этой методикой, но пока ее нет. И вот буквально на той неделе или 2 недели тому назад мы пациента такого отправляли в Краснодар. Бывают случаи, когда родственники, это чаще всего бывают сочетанные политравмы, нейрохирургические больные. Вы знаете, что по всей республике единственное отделение нейрохирургия, это находится на базе республиканской больницы. Нейротравма, самые сложные больные, чаще всего они бывают сочетанные травмы. И как, если брать в процентном соотношении, 90% это дорожно-транспортные происшествия. И вследствие этого они попадают уже к нам. Это
независимо от возраста, начиная от 16, 15, 70 и 80 лет. И чаще всего это не просто локальная там черепно-мозговая травма, это и переломы ребер, и переломы конечностей. Коллеги знают, что такое политравма и какие осложнения могут быть. Несколько больных родственники просто силой, настаивая, выделить им машину, все остальное они делают сами, они вывозят на восток. И думают, что там их вылечили. 2 случая последних, то, что я знаю, как он находился в коме. У нас один пациент и второй в таком же состоянии, он находится в Кутаиси и в Тбилиси. То есть никаких абсолютно ни улучшений, кроме того, что ухудшений. Хотя родные пациентов были поставлены в известность. Будут, конечно, и внедряются потихоньку новые методы, какие-то операции именно с применением той аппаратуры, которую мы приобрели, которую мы имеем, и еще надеемся на то, что мы должны получить по тому комплексному плану, то, что мы заказывали, планировали. Это не просто приобретена аппаратура, которая просто стоит, накрыта чехлом, а мы ею работаем. То есть не простаивает она, это и аппараты ультразвук, и компьютер, хотя на компьютерном томографе работает один единственный специалист. То есть в любое время дня и ночи мы этого врача вызываем. Без выходных, без праздников, без права выезда куда-либо за пределы. В отношении специалистов практически процентов на 87, на 88 мы укомплектованы. Что у нас с медикаментами происходит, вы можете мне сказать? Почему ни один больной не обеспечивается ничем? Начиная с бинта и заканчивая всем надо покупать. Я не соглашусь с вами, что значит ни один больной не обеспечивается ничем. И из того, что мы имеем, тем более с декабря месяца расходный материал у нас поступил по финансовой помощи России. Это те же шприцы, там те же бинты, какие-то высокотехнологические, какие-то у нас были несколько, как их правильно назвать, такие кейджи есть для проведения операций на позвоночнике. Один единственный кейдж был, он стоил 48 тысяч. Поставили мы больной, прооперировали эту больную, но он один единственный. Все. Вторая больная такая есть, третья есть. И мы не сможем ее оперировать, естественно. Да я говорю об элементарных медикаментах, я не говорю о тем, которые 48-50 тысяч стоят. Я не пригласил заместителя главы администрации сюда на совещание. Он недавно лежал и сумками покупал лекарства. Я об этом говорю, я не говорю о таких лекарствах, которые миллионы стоят. Я говорю об элементарных послеоперационных лекарствах, которым надо капельницы, это я не знаю, которых всегда приходится покупать в аптеках, находящихся в самих больницах, являющихся, не знаю, собственностью каких-то врачей, наверное, скорее всего. Почему у нас это происходит? Лекарственные препараты, которые мы закупаем на те деньги, которые нам выделяет государство, это вот по статье 10, где медикаменты, нам этих средств, конечно, недостаточно. И если вот за 6 месяцев брать, то мы ежемесячно эту сумму не получали. Чтобы наша система здравоохранения вот четко сказала, что она может делать, да, и чего мы, в принципе, не можем делать. Тогда мы будем понимать, куда направлять ресурсы. Абсолютно не хочется направлять эти деньги, допустим, в таких объемах, причем с учетом там экономической выгоды еще, да, и транспортировки наших граждан, слишком все очень масштабно обходится. Если мы эти операции или лечение 100% можем делать на территории Абхазии, мы должны их делать, мы эти ресурсы можем туда направить. Вот если об этом будет знать наше население, тогда и мы сами тоже можем среагировать. Но когда мы с вами знаем, Валерий Рамшухович, граждане обращаются, говорят, мы не будем находиться здесь, нам надо обязательно выехать за пределы республики, нас там уже ждут. Когда задаешь вопрос, почему вы не хотите здесь лечиться, разное можно услышать. Разное. И поэтому я вот считаю, вот такой вот выход, так как предложение, я думаю, может, коллеги обсудят это, что по основным направлениям заболеваний, которые мы здесь в нашей стране можем производить, чтобы наши граждане непосредственно обращались в них.
и там проводили эти исследования, начиная с исследования и заканчивая оперативным вмешательством. Тогда мы будем понимать, а то, откровенно говоря, коллеги, мы просто не успеваем изыскивать ресурсы для того, чтобы, мало того, искать возможности оплачивать расходы вот вновь обратившихся граждан, да еще накапливается долг за предыдущих. И это абсолютно нелицеприятно, когда наши коллеги нам официально дают понять, что мы не будем работать там со здравоохранением Абхазии, либо там еще оставляют за собой право обратиться в судебные органы. Это, наверное, не очень хорошо. Наверное, действительно надо какую-то систему выстроить в этом отношении. И, во-первых, я вот еще раз повторяю, есть все-таки какое-то недоверие к нам со стороны населения. Я помню, вот сейчас началась передача, идет по абхазскому телевидению, это я настаивал на Совете Безопасности, Зураб Георгиевич, ты помнишь? Слава Богу, вы подхватили, начали что-то показывать. Но мы опять там показываем, ну, знаете, так, не всегда приходится телевизор смотреть, но я ни разу не видел лечащего врача, что показали, какую он сложную операцию провел, показали там, как в больнице вытащили человека. Мы же, откровенно говоря, очень много жизней спасаем. Ну, а там, если кто-то там психологически эти, нужны, может быть, тоже. Но мы в первую очередь должны показать те наши больницы, которые работают, которые спасают людей. Мы должны как-то возвращать доверие народа к себе, к системе нашей. Если эта система есть, и мы называем системой, но, по-моему, пока системы таковой, как таковой у нас нет, но ее надо строить, естественно. Вот. Если мы не вернем доверие людей, то же самое будет постоянно. То есть будет у вашего порога, Зураб Георгиевич, у моего порога, у порога Владимира Валерьевича. Ведь мы не только просто так посылаем, допустим, да, письмами гарантийными. Мы посылаем и за наличный расчет, когда уже мы должны всем клиникам, мы сегодня выдаем наличные деньги, а я еще не уверен, он лечиться поехал или... Бывает такое тоже? К сожалению, бывает. Если мы не вернем доверие людей, какие мы специалистов не пригласили бы, к нам никто не будет обращаться. А доверие людей можно вернуть только нормальной работой и, извините меня, и рекламировать эту свою нормальную работу. А когда ненормальная, тоже рекламировать, что вот был такой, знаете, такую серьезную ошибку допустил, но он получил то, что ему было положено получить за такую ошибку. А то мы все в собственном кругу, каждый коллегиально хочет друг друга защитить. Но не бывает так в жизни. Ну так не бывает. Мы никогда не выстроим ничего, и у нас будет всегда идти хуже, чем сегодня, если мы вот так будем продолжать свою работу. Вы мне скажите, пожалуйста, здесь министр сидит, руководитель республиканской больницы, насколько оправдано было включение в ваш состав родильного дома? Создав такой центр, нельзя было его сделать республиканским, чтобы все остальные районы при каких-то тяжелых случаях, которые они не вытягивают, могли обращаться в этот республиканский центр, как к вам сегодня обращаются, и получать там квалифицированную помощь. Я понимаю, в республиканской больнице своих проблем очень много. Вы лечите практически все болезни, там и хирургические, терапевтические, очень много отделений. И еще родильное отделение. Насколько это было целесообразно? В принципе, идея была Министерства здравоохранения. Войду в историю Абхазии. Так долго и так много и так упорно со всех сторон, по-моему, никто никогда не обсуждал вопрос реорганизации в нашей стране как вопрос соединения родильного дома и республиканской больницы в одно учреждение. Но в принципе, если в двух словах говорить и детали не опускаться в деталях до специализированных моментов, то это цивилизованно. Я это видел в различных лечебных учреждениях за пределами нашей страны, в том числе и в дальнем зарубежье. Это правильно создание какой-то аналогии медицинского городка или медицинского центра. Нечто подобное постепенно у нас в республиканской больнице получается. Все вопросы, которые вокруг этой темы происходят благодаря тому, заявляю официально в присутствии средств массовой информации. Потому что кто-то просто из моих коллег, из моих сотрудников не может успокоиться. Вот я к этому выводу пришел давно. Понимаете, вот кому-то не хватило, извините за выражение, кресла.
У меня больше года, порядка 2 лет суды по этому поводу в том числе. Кому-то не хватает, значит, соответствующей работы. Я имею в виду в чисто медицинском плане, я не касаюсь вопросов, кому-то кресла не хватило, кому-то кресла хватило, это ради Бога. Ну, это правда, Валерий Шугович, это наша жизнь, это реалии нашей страны и нашего здравоохранения в том числе. То, что касается укрупнения лечебного учреждения, вы понимаете, с одной стороны, мощь республиканской больницы, ее реанимация, значит, достаточно хорошую поддержку дает родильным отделениям, не только там несколько отделений, да, бывшего Сухумского родильного дома. С другой стороны, изменилась значительно консультативная помощь, она упростилась и улучшилась. Между этими 2 учреждениями, находящимися на одной территории, тоже периодически были определенные недопонимания на тему, чей это пациент, вернее пациентка, и кто должен лечить беременную с осложнениями и так далее, и так далее. Есть очень много медицинских профессиональных тонкостей, почему в принципе к этому выводу пришли. Это придумано было не за 2 дня, об этом думали достаточно давно. Я считаю, что это нормально, я даже считаю, что на этом не стоит останавливаться. Не надо еще определенными отделениями дополнить республиканскую больницу, создать мощное учреждение, способное оказывать максимальный объем качественной медицинской помощи у нас по республике. Этот вопрос был дискутабельным и спорным на протяжении 2 лет между самими же специалистами, акушер-гинекологами. Так, доводы определенной части акушер-гинекологов были вполне понятны. Эта служба родовспоможения имеет свою историю, своего развития. Она давно отделилась от общей лечебной сети. Оно имеет свою специфику, имеет свою историю, и оно давно отделилось и развивается самостоятельно. Если мы хотим добиться улучшения показателей родовспоможения, мы должны ей помочь, а не просто его втиснуть в другое учреждение. Так можно и все лечебные учреждения у нас в республике объединить в одно целое, и командовать может один. Так не должно быть. У родильного дома есть своя специфика, есть свой режим, санэпидрежим, есть определенное финансирование, тоже отличающееся от общелечебной сети, есть свои определенные функции, расположенные там же внутри отделения. Вы из 5 отделений в целом родильного дома сделали одно отделение и его ввели в состав республиканской больницы, и это вы хотите, что вы сделали лучше. Исходя из показателей годовых отчетов, я сделал выборку с 2009 года по 2013 год включительно. Вот как раз за последний 2013 год общее число родов уменьшилось на 20, в абсолютных цифрах, на 200 человек. Число нормальных родов уменьшилось на 10%. Высокий процент преждевременных родов, высокий процент кесаревых сечений, 437, 33% кесаревых сечений делает. Это все и в состав... Не надо, я вас не перебивал, пожалуйста. Высокий процент с аномалиями родовой деятельности. Это что? Это то, что вы идете на поводу определенной части руководителей этого учреждения. Высокий процент родовых трав. Давайте вы сделаете вначале, годовые отчеты, если вы составляете, надо делать из этих годовых отчетов определенные выводы. И увидев свои недостатки и плохие показатели, вы должны подумать, как это исправить, где кроется причина. В целом нету системы сегодня в самой системе здравоохранения. Во всем мире и в России не только родильные дома, но и перинатальные центры вступают в многопрофильные больницы, потому что с этим уменьшается материнская смертность. Своевременная потому что беременная может быть с экстрагенитальной патологией. Очень много такой патологии бывает у беременных. Когда это происходит, быстрее, когда многопрофильная больница одна,
очень быстро можно оказывать помощь. То есть пока ты позовешь специалиста с другой больницы или больного увезешь, ты теряешь время. Поэтому, только поэтому, чтобы улучшилось здоровье наших женщин, и наши показатели сегодняшние намного это улучшились. Я не знаю, Аполлон Александрович, откуда у вас такие данные, но у нас количество нормальных родов увеличилось, у нас уменьшились послеродовые осложнения, у нас ни одной смертности материнской уже много лет нету, боюсь сказать, и за последние полгода сейчас ни одного ребенка новорожденного у нас не умерло, ни одного ребенка, хотя за полгода прошлого года у нас уже было 10. Вы понимаете, сейчас намного с новыми перинатальными технологиями мы шагнули на 10 шагов вперед в плане акушерской помощи. Что касается того, что наши беременные уезжают или не уезжают, уезжают только те, кто заведомо, мы знаем, что им понадобится второй этап выхаживания новорожденных. То есть, если у них какая-то патология есть, которую нужно прерывать преждевременно, эту женщину мы можем отправить, и это бывает очень редко. Если женщина сама уезжает, она уезжает потому, что у нее есть двойное гражданство, и она прописана, и какой-то материнский капитал. Ну, не совсем так, если честно говорить. Вы видите, я сегодня вообще не касался вопросов негатива, да, я как-то старался, не совсем так. Вы спросите у населения, почему. Они вам скажут. Раньше с Адлера Сочи приезжали рожать к нам, потому что меньше стоило, если хотите откровенно слышать. У нас не было обезболивания раньше, перидуральной анестезии в родах, она уже появилась. То есть женщины у нас в родах регионально обезболиваются. У нас кесарево сечение идет под спинальной анестезией, женщины наркоза общего не получают. Уважаемые друзья, я не хочу в полемику именно по вашей профессии вступать, я не медик. Я могу с Саидом поспорить насчет агрономии, но насчет медицины я с вами не хочу спорить. Я хотел узнать ваше мнение, я узнал ваше мнение, спасибо. Но я все-таки думаю, что вот то, что мы говорим, вот это наша мелкая грязня, не это нам нужно. Нам нужно думать, как нам систему поднять. Я пока не слышу ни от одного человека, что нам надо сделать, чтобы была действительно система медицины в нашей республике. Начиная, я еще раз повторяю, с фельдшерско-акушерских пунктов и заканчивая республиканской больницей или какими-то специализированными клиниками. Как мы должны выстроить систему, чтобы мы могли вылечить людей, чтобы мы могли поднять здоровье нации, чтобы меньше было вот таких вопросов, когда каждый день. Я не вру, я один раз могу поменяться с любым из вас кабинетом, и вы увидите, что практически с 9 часов утра до 7 часов вечера, если идет прием только по одному вопросу. Надо выехать на лечение, нужны наличные деньги, потому что Минздрав должен всем клиникам, и это каждый день. Это каждый день в течение, слава Богу, в субботу, воскресенье не приходят, не знают, что я на работу хожу. Это каждый день. И это не сегодня началось. Это мы все прекрасно понимаем. Это не сегодня началось. Значит, нам надо систему здравоохранения выстроить таким образом, шаг за шагом, чтобы мы могли действительно, чтобы люди повернулись к нам лицом, чтобы люди нам поверили. И вот я хотел бы услышать сегодня не вот такой вот спор какой-то, да, нужен это, не нужен, нужно разделить, нужно воссоединить. Я хотел бы видеть систему здравоохранения. Вот сколько лет мы занимаемся законом о здравоохранении, и каждый руководитель медицинского учреждения видит это по-своему. И мы все эти годы, уже 20 лет, мы не можем выстроить систему здравоохранения свою. У нас ее нет, давайте честно будем говорить. У нас практически ее нет. И вот об этом надо думать. Да, будут вопросы, я еще раз говорю, я буду делать все, чтобы проверить многие факты, касающиеся медикаментов, куда они деваются, факты, касающиеся фонда инвалидов, факты многие другие, когда судебные дела почему-то рассыпались или вообще не доходили до суда. Это мы будем делать, но в то же время мы будем рядом с вами стоять, чтобы выстроить систему здравоохранения. Не будет ее, не будет у нас здоровой нации. Вот об этом мы должны думать. Это не отчет сегодня, я у никого не прошу отчета. Это, если хотите, крик души. Не только моей, а многих людей, которые с этим связаны, и которые видят, что происходит.
Если мы не выстроим такую систему здравоохранения, оно будет у нас всегда так. Оно может только ухудшаться, не улучшаться. Мы медицинский страховой фонд создавали с благих побуждений, что когда-то мы сможем плавно перейти к платной медицине. К страховой будем говорить медицине. Мы практически в платной медицине находимся, мы же все это знаем. Мы находимся прямо в платной медицине, когда, извините меня, надо покупать медикаменты, надо что-то платить, надо что-то делать. У нас еще нет. Мы говорим, да, у нас бесплатная медицина, но на самом деле-то она еще более платная, чем где платная медицина. Вот об этом надо думать, как этого избежать, что это надо для этого делать государству, в лице ее бюджета, который формируется вместе с исполнительной и законодательной властью. Что вам надо делать? Где специалисты, где их брать, которых нам не хватает? Как их обеспечивать? Кого мы посылаем? Почему мы платим за стоматологов, на интернатуры, ординатуры? Я тоже просил, вам писал. Почему мы не платим за хирургов, за онкологов, то есть за тех, кто больше нам нужен? Мы прекрасно понимаем, что стоматолог на хлеб всегда заработает себе без помощи государства. Все остальные, к сожалению, зависят пока от государства. Почему мы не развиваем частную медицину? Надо же какую-то систему строить. Государство – это уже система. Если внутри у нее другая система поломалась, это одна цепочка разорвалась, уже нет и государственной системы. Вот поэтому мы с утра и вечером занимаемся с Владимиром Валерьевичем тем, что пишем друг другу письма. Этого надо туда послать столько-то тысяч, этого сюда послать. И переписываемся еще с Минздравом. Готовится законопроект. В этом законопроекте должно быть все, что мы хотим. Но я, ей-богу, смотрел все эти законопроекты, я не медик, я подходил туда с экономической точки зрения. Я не видел ни одного законопроекта, который четко сказал бы, вот здесь платная сторона медали, здесь бесплатная сторона медали, то есть здесь государство все на себя берет. Вот здесь, извините, сплошная всеобщая диспансеризация. Я этого не увидел. Вы специалисты, вы должны этот документ подготовить. Парламент – это не машина для написания законов. Проекты законов должны вы представлять. Мы там можем спорить по другим статьям, юридическим, допустим, экономическим, что здесь не так, здесь так. Но свою систему вы должны нам дать. Я во всех этих 3 проектах, Алмаз Ханович, что вы мне показывали, я не видел уж системы здравоохранения. Показывают один кусочек, другого куска нет. То есть, полузвеньями какими-то непонятными. Я еще раз, уважаемые коллеги, вы не подумайте, вот сегодня, может, тон немножко такой был, не потому, что я к вам плохо отношусь или вы такие плохие. Дело в том, что вот сколько мы здесь с Владимиром Валерьевичем работаем, я вам говорю, что не было ни одного дня, чтобы минимум 10 человек не обратились к нам с тем, чтобы куда-то уехать отсюда лечиться. Но это действительно невозможно, понимаете? И при этом огромнейшие затраты бюджета, это бюджетные деньги, тот же комплексный план, можно было эти 2 миллиарда пустить на другие цели. У нас очень много задач, которые надо решать в любой области, не только в медицине. И эти деньги также спокойно можно было пустить на другие отрасли, и никто не сказал бы, почему вы туда пустили. Никто не сказал бы. Но тем не менее было пущено на медицину для того, чтобы система заработала. Она не заработала. Отдачи нет. Вот нам надо думать с вами вместе, как сделать эту отдачу. Если этой отдачи не будет, сколько туда ни ложи, извините меня, Гудаутскую больницу ремонтировали еще 3-й раз, она и так не работает. И сегодня не работает. Когда там, кстати, ремонт закончится? В этом году должен, правильно? Я не буду говорить сейчас о проблемах городской больницы, это не производственное собрание на таком большом уровне. Проблем у городской больницы больше, чем, как говорится, да, не буду сейчас о них говорить. Это и материальное состояние, и одно, и второе, и третье. Я хотел бы перейти к основному вопросу, видимо, за что мы здесь собрались. И вот вы сейчас вот перед моим выступлением, видимо, сказали то, что, как говорится, и у меня накипело. Да. Конечно, что надо сделать, чтобы исправить наше здравоохранение? В мире не бывает здравоохранения идеальных везде, во всех странах. Это, понятно, даже высокоразвитые страны, и везде там свои проблемы здравоохранения.
Но, к сожалению, у нас накопилось очень много проблем за 20 лет. Считаю, что здравоохранение за 20 лет развивается очень медленно. И такими темпами, если мы будем развиваться, ничего хорошего не будет. Конечно, надо там лекарства, надо это и все прочее. Но мне кажется, что вот для того, чтобы улучшить систему нашего здравоохранения, две вещи надо сделать. Первое – поднять материальный уровень здравоохранения и решать кадровые вопросы. То есть я что имею, со второго начну. Вот что подразумеваю под кадровым вопросом. Вот здесь много говорилось, нет гистолога, вот сейчас квартиру дать, это и гражданство, это хорошо. Мы что, не могли за 20 лет воспитать гистолога, я извиняюсь, за 20 лет? Никогда в жизни Абхазия не имела таких возможностей кадровых, учебных, чтобы в лучшие вузы России поступать по лимитам. Почему? Кадровый вопрос, направляются лица, не знаю, каким образом. Я неоднократно говорил на предыдущих совещаниях, где мне приходилось быть, что в медицине так принято. Медицины, особенно в тех странах, которые, как мы находимся, в как бы воюющих странах, там Палестина, там Израиль, можно сказать, и так далее. Мальчики, соотношение мальчиков и девочек в медицине. 7 мальчиков, 3 девочки. Это всем известно. Это никогда у нас не соблюдалось. Надо мальчиков посылать на учебу. И причем посылать их так, чтобы они возвращались. Почему они не возвращаются? Вопрос. Я вам скажу. Они не возвращаются, потому что они не чувствуют ответственности. Все, получил диплом и все. Надо заключать, видимо, договора, когда их посылаешь. И еще кадровый вопрос. Я про кадровый вопрос могу говорить очень много, потому что хорошо знаю молодежь. Последние несколько лет я являюсь председателем выпускной государственной комиссии АГУ. Я же вижу, наши мальчики и девочки, извините, не такие уже глупые, чтобы не могли не воспитать, вы понимаете, гистологов, хирургов. Они просто идет неудачный профотбор. Не тех людей посылаем, не следим за этим. За этими студентами надо следить. Я приведу вам такой факт. Часто поступают в больницу городскую люди на практику, студенты приезжают летом же на практику, медики. Вот, я их собираю иногда и спрашиваю: ребята, кем ты будешь? Да? Вот ты. Люди на 3-4 курсе не знают, кем они будут. Учатся в мединститут. У Янугу. Они не знают, понимаете, поступают в мединститут так просто, ради престижа. До сих пор у нас не хватает травматологов, хирургов. Слушайте, если за 20 лет каждый год по 2 хирурга было, вся Абхазия в хирурга ходила бы, да. Почему это не происходит? Потому что вот так несистемный подход к этому. Поднять уровень первичной помощи. Обязательно. Вот вы сказали, не медик, вы уже правильно сказали. Обязательно надо поднимать уровень первичной помощи. Кто мешает в Абхазии создать ФАПы? Что это очень дорого стоит ФАП создать? ФАП, что нужно для этого? Помещение, 2-3 комнаты, фельдшер, чтобы подготовленный был, немножко проинструктировать его, тонометр, градусник, 1 клизменный аппарат обязательно. И дайте этому человеку, слава Богу, сейчас мобильная связь, дешевый один Samsung телефонный аппарат, и все, и будет иметь связи. Все общество, государство, чиновники нас обвинят, и мы должны где-то что-то оправдываться. Я просто хочу на ваши вопросы ответить так очень бегло и быстро. И кое-какие такие очень наболевшие темы тут поднять. Почему уезжают? Абсолютно прав, Фиратович. Когда нет палат, кондиционеров, туалетов, когда больные ходят на улицу, когда нет воды, света, уже не говорю об оборудовании, абсолютно никаких, там, я не знаю, о специалистах, элементарных вещей. Нет элементарных вещей. В такую жару попробуйте полежать в любой палате второй горбольницы, в Ачамчирской или у нас в госпитале, даже сойдешь с ума. Сколько лет нет канализации, нет света, все своими средствами, своими силами. Ругать, конечно, это легко. Потом, вот почему и уезжают. Уезжают, потому что чиновники присадили на иглу, которые звонят и говорят:
Ты пойди, пусть там какую-то 27-ю форму напишут, и мы вас отправим куда хотите, хоть в Израиль. Звонят чиновники, государственные мужья звонят. Приходит ветеран войны, я не знаю, один стоит на коленях, другой угрожает. И пойди попробуй, какой врач, и который не выпишет ему 27-ю форму, где вот такая приписочка внизу. Нуждается в лечении за пределами республики. Что касается инвалидов, огромная сумма денег ушла. Уходит, я не знаю, как в океан. Почему? Вопрос очень простой. Сидит в Айтаре какой-то там, я не знаю, шарлатан, никто его не знает, ни министр здравоохранения, ни главврач района, ничего. Сидит, ведет прием. Написал, я извиняюсь, на туалетной бумажке, вот такую бумажечку, вот это тебе надо. Приходит инвалид войны и попробуй ему не выписать. У нас буквально недавно подняли руку на врача. Человек, который написал заявление, не выходит уже у меня месяц на работу. Приходят не чужие, приходят мои братья, ваши друзья, инвалиды войны, с кем мы вместе воевали. Им не откажешь. Вот мне интересно, если вы были бы там, как вы отказали, и вы не отказали бы. Потому что наши братья, наши друзья и настаивают. И поэтому вот это и происходит. Абсолютно вы правы. Нет системы. Дали рецептурные бланки. Чем они защищены? Ничем. Абсолютно ничем. Их под любым ксероксом можно ксерокопировать 1000 штук. Такие, рецептурные бланки уже обнаруживал, где были дубликаты, левые и так далее. Вплоть до наркотиков, когда выписывали. Вы подделывают печати, прекрасно все вы это знаете. Все подделывается сегодня. Насчет специалистов, конечно, чуть-чуть мы сейчас, я тоже забегаю вперед. Есть специалисты, молодые, слава богу, и в республиканской, и у вас прекрасные специалисты, и у нас много молодежи. Я сейчас говорю не как начальник госпиталя, а у нас в районе, сейчас я буду чуть лучше осведомлен, что касается Гулеривича и Очамчиры. Только по Гулеривичскому району, не считая того, что мы на базе военного госпиталя ведем прием, гражданских, мы приглашаем специалистов, даже из-за рубежа, я имею в виду, из России. У нас работает. Где поехать, допустим, по какой-то там высокотехнологичной операции делать в Москве, там за 200-300 тысяч. Человек приезжает, который делает за 50 тысяч. Мы шарлатаны, взяточники. Мы депутата приглашаем на операции, когда у него есть там время. Он приезжает, помогает, учит молодежь, оперирует. Надо просто захотеть. ФАПы. В районе есть, сельская амбулатория в Драндах. Вы посмотрите, на что она похожа. Я вообще запретил туда заходить медперсоналу, потому что скоро упадет крыша на голову. У нас есть более-менее нормальная сельская больница в Важерах. Прекрасно работает. Мы дали ей скорую. Работает врач, 2 фельдшера. Все у них отлично. Слава Богу, все нормально. У нас работает Карбена, работают ФАПы, прекрасно работают. Помещения, да не надо им замки, дворцы строить. Георгиевич, ты же сам смотрел, проверял. Мы, где нет помещения, нам главы администрации сельские сделали в школах. Честно говоря, не знаю, как в других районах, но я настаивал всегда, чтобы, если нет помещений, делать ФАПы в школах. Потому что, чтобы они одним махом и охватили детишек. Вы говорите, что ФАПы не работают. Прекрасно все работает. У меня 11 ФАПов, у Карбены тут 20 с чем-то, да. Прекрасно они все работают. Покажите хоть одну страну из бывшего СССР, где создана компьютерная версия всех детишек, которые прививаются. Хоть одну страну назовите, вплоть до России. Нету такого. Ругать, конечно, быть чемпионы. А теперь самое основное. Вот сейчас у нас самая большая проблема, самая большая опасность для страны. У нас насчет ВИЧ-инфицированных иди 800, 600, да у нас каждый второй с гепатитом С и ВИЧ-инфицированный. Что сделано для больницы, для наркодиспансера и вообще для таких больных? Фактически ничего. Сегодня, к сожалению, не силами государства, а силами, я люблю говорить правду, силами криминальных авторитетов сегодня в Абхазию прекратили завозить тяжелые наркотики. То есть собрались там кучка каких-то там, я не знаю, авторитетов и запретили завозить. И что произошло с медучреждениями? К нам массово начали валить инвалиды войны,
прочие наркоманы, которые угрожают, стреляют и что только не делают. Мы хоть один из вас горожен от них? Никто. Где Совет Безопасности, где МВД, где прокуратура, где они? Эти вопросы поднимали вот в предыдущий раз, когда последний раз. Неделю назад. Ну сейчас давайте. Когда последний раз мы так разговаривали? Вот интересно знать. Последний раз. Сейчас по-любому когда последний раз? А когда нас последний раз вообще собирали? По этому поводу. Когда мы последний раз, Константина, последний раз мы собирались в общественной палате, правильно? Это было 1,5-2 года назад. Вы говорите, сообщайте в милицию. Давайте вы сообщайте. Когда приходит тебе твой друг, твой однополчанин, с какой совестью я должен посадить его, сажать? Не могу. Я вам открыто говорю, не могу. Сажайте вы, на то вы и правоохранительные органы. Честно говоря, никто здесь не собирался кого-то снимать, наказывать, убивать. Мы собрались для того, чтобы поговорить о нашей системе. И мы выплеснули вам то, что у нас накопилось, то, что мы видим. Мы сказали те цифры, которые государство вложило. Оно, конечно, не могло вложить в каждый ФАП. Естественно, она вложила в республиканской больнице, в республиканский родильный дом, в другие больницы, в Гагры, в Гудаутах, будут в Пальчалах вкладывать. Вы же тоже учились, наверное, врачу 5 лет сперва института, потом ординатуры и так далее, и так далее. Вот так же и государство. Начали с главного, где могут все люди лечиться. Республиканская больница, насколько я знаю, за счет этих средств отремонтирована. То же самое родильный дом, то же самое ремонты проводились в Гагрской больнице, Гудаутская больница строится, Творчалская, 15-й год. Естественно, государство за 20 лет вот это все не могло сделать, как вы могли за 5 лет и не могли научиться врачу. Вот то ваше эмоциональное выступление я понимаю, но не воспринимаю его. Если мы не хотим ничего говорить, если мы не хотим никого наказывать, если мы не подключаем ни милицию, ни прокуратуру, вы сегодня нам говорите, они приходят, что мне делать, а я не знаю. Давайте всех подключать, давайте работать так, как положено по закону. Я все прекрасно понимаю, что мы друзья, мы братья, однополчане, но есть и закон, если мы не будем по закону строить государство, мы никогда его не построим, значит, когда-то надо прибегнуть и к закону. А вот сегодня говорю то, что вот мы собрались, чтобы Зурабу Григорьевича, я вас уверяю, для этого мне вас не надо было собирать, абсолютно. Это делается маленьким указом, даже без объяснений причин. Мы не за это собрались. Мы собрались для того, чтобы определиться, что нам дальше делать и какая у нас ситуация. Понимаете, это очень хорошо, что вы коллегиально себя защищаете. Да никто на вас не атакует. Никто. Мы все в одной ситуации. Мы все в одной ситуации с нашей больной нацией. И мы у вас, специалистов, спрашиваем, что надо делать, а вы нам взамен втыки даете, понимаете? Не предлагаете что-то, а даете, как бы сказать, втык. Вот чиновник звонил, так этот звонил, этому друг, я его не могу в милицию сдать. Да не нужно мне его в милицию сдавать. Вы дайте нам систему, какую надо организовать. Вы специалисты. Или скажите, что вы не специалисты тогда. Тогда будем других специалистов звать, систему организовывать, в конце концов. Ни один же человек не сказал, что надо делать. Я никого не собираюсь снимать, ругать, тем более Зураб Георгиевича. О чем мы говорим вообще сегодня, объясните. Вот у меня была беседа, Алмаз Ханович знает, беседа была с одним врачом из Армении, из центра, где делают самые сложные операции на сердце. Вот он тоже мне самое сказал, что мы тоже пошли сперва по этому пути. Мы отправляли всех своих больных за рубеж. Слава Богу, у них возможностей больше, диаспора огромная, богатая. И они отправляли за рубеж людей. Это продолжалось несколько лет. Но они поняли, в конце концов, что это тупиковый путь. Они начали туда врачей посылать. Вот этот человек сказал, дайте мне 3 человек, мне ничего не надо, им билеты купите. Тех, кто хочет работать, пришлите ко мне в клинику, я их буду учить. Кого мы послали? Никого мы не послали. И мы сейчас идем с вами по тупиковому пути. То есть мы посылаем своих больных за границу лечиться и не развиваем нашу медицину. Вот по какому мы пути идем. И мы вас просим, дайте вы нам, специалисты, систему, чтобы не с тупикового пути сойти. Вот об этом мы для этого собрались, а не для того, чтобы Зураб Георгиевича снимать. Я еще раз уверяю вас, для этого мне надо было 2 минуты.
в тот день, когда я сюда пришел. 2 минуты указ маленький написать. Не собираюсь я никого снимать, я работать хочу, и чтобы система была хочу. Все. Нужна реорганизация нашей системы. Мы ее делаем, но мы ее делаем как? Вот, я не знаю, в больницах есть разве реорганизация у нас? Мы по старой системе советской как работали, так и работаем. Мы сегодня, какая у нас медицина должна быть? Конечно, сегодня медицина вообще у нас не, как бы законом не принята, но она платная. Хотим мы это, не хотим, она платная. Уже который год ставится вопрос. Не может бюджет государства все на себя взять. Нужно сделать так, чтобы государство приняло закон и эти функции распределило. Должен быть медицинское страхование. Сегодня, чтобы гражданин имел страховой полис и пришел в больницу, а не вот так бегал и искал себе лекарства там, и материалы медицинского назначения, а он показал свой страховой полис, и самое основное был бы обеспечен. Правильно, я соглашусь, если вы мне скажете, что под все это нужны деньги. Но и для того и создаются внебюджетные средства. Бюджетные и внебюджетные средства, когда вместе совместно работают, мы к чему-то выйдем. То, что касается сегодня онкологии. У нас с 2004 года, Лев Забетович сказал, что когда мы эту программу ввели, у нас всего было на учете 20 больных. Сегодня у нас более 600 человек, да, Лев Забетович? По программе у меня проходит более 300. Мы обеспечивали по всем параметрам, только, конечно, по химии препаратам, но когда у нас было 3% отчисления без бюджетных средств. Сегодня у нас 1%, бюджетные средства у нас нет, отчислений нет. Да, иногда бюджет не помогает, то есть фонду он помогает, он дает, как бы, чтобы после того, как мы нас перевели, то есть на 1% отчисления, чтобы мы держались на плаву. Где мы выполняли 16 программ и прекрасных программ. Мы сегодня выполняем 3 программы. Из них вот самая крупная у нас онкологическая программа. И что? Мы сегодня перебоями обеспечиваем лекарства. Причина? Причина то, что мы все деньги, те деньги, которые мы должны были получить, они не поступают, нету отчисления тех средств, которые мы ожидали. Это живые деньги, потому что мы сегодня живыми средствами должны приобретать лекарства. Мы сами какие-то вещи не выполняем, и поэтому приходим к тому, что у нас сегодня, что у нас есть, то есть то, чего мы заслужили, наверное, то и получили. Сегодня мы должны сделать так, а не говорить, кто там виноват, а просто подумать. Давайте сделаем систему сделаем бюджетно-страховую. И я думаю, что мы выйдем на тот уровень. Это везде, во всем мире есть. Почему мы не хотим сделать первый шаг? Мы собрались, чтобы обсудить, какая у нас ситуация и какую систему мы должны выработать. Вместо этого, к сожалению, начали себя защищать. Я еще раз повторяю, уважаемые коллеги, никто ни на кого не собирается нападать, никто никого не собирается снимать. Мы все хотим работать, мы хотим, чтобы наша система здравоохранения ожила, мы хотим, чтобы она работала, мы хотим, чтобы поменьше людей наших выезжало правдами, неправдами. И мы теряли такие огромные деньги, лучше это мы дадим на свое здравоохранение, на развитие. Я еще раз повторяю, мы не хотим такого тупикового пути, о котором я недавно говорил, что давайте всех вывозить, лечить, тогда вообще нам ничего не надо, здравоохранение, ни один врач не нужен, давайте всех будем вывозить. Это тупиковый путь. Давайте уходить с этого тупикового пути и дайте ваши предложения, пожалуйста. Есть комитет парламента, который занимается законопроектом, есть министерство, есть специалисты районные, имеющие огромный опыт работы. Давайте уже систему вырабатывать.